Ждете сигнал в начале трансляции. Уважаемые коллеги, добрый день. Незаметно подошел к окончанию республиканский этап всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2023». За эти 3 дня нам пришлось пережить массу профессиональных испытаний, набраться опыта, обменяться мнениями. В первый конкурсный день наши уважаемые конкурсанты, представители 4 муниципальных образований одной государственной организации Республики Коми, продемонстрировали свой профессиональный опыт и поделились своими профессиональными мнениями на предмет ценностей образования и личности, коснулись вопросов духовно-нравственного развития школьников и обучающихся, обратились к вопросам выстраивания модели психологической службы в своей образовательной организации и высказали предположения о ее развитии в Республике Коми. Первое конкурсное испытание, блиц-опрос, конкурсанты провели блестяще. Конкурсное испытание модерировал кандидат психологических наук Александр Викторович Аверин. Его участие помогло каждому конкурсанту раскрыть собственную яркую профессиональную индивидуальность. Второй конкурсный день позволил конкурсантам проявить целый ряд своих профессиональных компетенций. Прежде всего, это диагностика, анализ, моделирование. Все это строилось на основе рассмотрения конкурсантами реальных психологических ситуаций взаимодействия участников образовательных отношений. И здесь действительно всем участникам пришлось непросто. Необходимо было в течение часа с небольшим проанализировать ситуацию, наверное, по 40 признакам. С таким испытанием, пожалуй, что педагоги-психологи республики в рамках республиканского конкурса столкнулись впервые. Но и это испытание они прошли с достоинством. Могу с уверенностью сказать, что уже сейчас определенные результаты этого конкурсного испытания члены жюри предполагают также использовать в своей профессиональной деятельности. Сегодня 3-й день, и здесь конкурсантам необходимо раскрыться в новой профессиональной роли. Педагог-методист, а возможно даже педагог-наставник. Обучение коллег в рамках мастер-класса – одна из самых сложных задач, которая стоит на профессиональном пути каждого педагогического работника. И сегодняшний опыт не случайно транслируется и записывается. И уже эти мастер-классы мы сможем рассматривать в следующем году для подготовки новых участников конкурса. При всем, они выступят прекрасным средством самоанализа профессиональной деятельности для участников этого года. Конкурс «Школа для всех» и для участников, и для жюри, и для сопровождающих, для гостей конкурса. Нам пришлось непросто в разработке методологии конкурса, критериев его оценивания, подборе ситуаций психологических, отборе их визуальных образов. Конкурсанты также много старались и много готовились. По их словам, им удалось при подготовке к конкурсу обобщить свой педагогический опыт, выявить в нем главные существенные элементы, но и зачастую на протяжении конкурсных испытаний мы обнаруживали дефициты. Тем и прекрасен конкурс. И конкурсанты заявили вчера на встрече, которую модерировал председатель жюри Юлия Валентиновна Живилова, что в конкурсах скорее участвовать стоит. Они позволяют в короткий период времени вырасти, позволяют находить новые приемы и технологии профессиональной деятельности,
устанавливать взаимоотношения и взаимодействие с коллегами не только в соседней школе или в соседнем районе, но и выходить на уровень взаимодействия в республиканском методобъединении. Конкурсанты пообещали, что с новыми участниками они поделятся своими мнениями о конкурсе. Мы их разместим на сайтах двух организаций, принявших участие в конкурсе. Это Центр образования и здоровья и Коми Республиканский институт развития образования. Ждем ваших мнений, уважаемые коллеги. А сейчас я желаю всем удачи, прекрасных фокус-групп, призываю наших уважаемых гостей принять активное участие в работе мастер-класса. И живая работа всегда позволяет приобрести новый профессиональный опыт. Поэтому предлагаю сейчас приступить к конкурсным испытаниям. Ну и, наверное, если вы не против, аплодисментами поддержать наших участников. Открывает третий конкурсный день педагог-психолог специальной коррекционной школы номер 41 города Сыктывкар Ирина Васильевна Авдеева. Добрый день, уважаемый жюри, добрый день, участники, все, кто прибыли сегодня на мастер-классы. Я прошу сюда несколько участников, 4 участника, кто бы хотел поучаствовать в моем мастер-классе. И садитесь, пожалуйста, пока. Итак, чтобы мы плодотворно могли с вами поработать, и немножко окунуться в такую творческую деятельность, мы будем встречаться с каждым из вас и здороваться по-особенному. Итак, вам нужно выбрать вот такие варианты. Сердце – это объятие, то есть мы с вами обнимемся. Стопа, ноги, мы здороваемся. Музыка, то есть мы с вами потанцуем друг с другом. И последние ладошки, встретимся ладошками. Итак, давайте по очереди. Выбирайте. Да. Здорово. Спасибо. О, замечательно. Следующее. Все. Спасибо большое. Присаживайтесь. Не слышно говорить? Давайте придумаем. Итак, сегодня у меня мастер-класс посвящен такой интересной теме фитнес для мозга. Вот вы, наверное, слышали, что такое фитнес, как вы думаете? Что такое? Зарядка. Занятие спортом. Физическая активность. Итак, предлагаем вам. А у нас будет фитнес для мозга. Что это может быть? Спортивные тренировки, умственная гимнастика или какие-то медицинские процедуры это могут быть. Что подразумевает? Умственная гимнастика. Вы молодцы, да. Я с вами соглашусь, конечно же, это умственная гимнастика. Итак, сегодня мы будем говорить с вами о физической активности, а именно умственной активности. Итак, мозг человека всегда активен, даже во время сна.
часто мы сталкиваемся в нашем мире с большим объемом информации, так как у нас чрезвычайно насыщено наше информационное пространство. И в средствах массовой информации, телевидение, интернет, мы ежедневно видим, слышим много как позитивного, так и негативной информации. Часто негативные новости, скандалы вызывают у людей намного больше внимания. И в последнее время отмечается, что более такие мрачные и плохие новости чаще всего привлекают людей и вызывают соответствующее депрессивное состояние. В условиях стресса приток крови к коре головного мозга немного ухудшается. Кроме этого, постоянно наша работа, как в школе у педагогов, как у учителей, да, так и вот, можно сказать, студентов, да. Постоянно наша работа связана с некоторым шаблонным поведением, связана с такой рутиной, одинаковой последовательностью действий, которая постепенно приводит к ухудшению чаще всего памяти и снижению активности. Да? Я хочу вас познакомить с таким видом нейробикой, комплексом простых упражнений, которые запускают работу обоих полушарий головного мозга, синхронизируя их. Да? Новые нейроны формируются во время поиска каких-то нестандартных ситуаций, повышается способность к обучению, активизируется мозговая деятельность, улучшается память и, конечно, развивается моторика. Методологическая основа этого направления была наши научно-практические исследования манипуляции рук и высших нервной деятельности. Да? Это Владимира Михайловича Бехтерева, да? Александра Романовича Лурии и многих других известных ученых. А со стороны Америки профессор нейропсихологии Лоуренс Кац и его группа ученых, в том числе Рубен Меннинг, они разработали методику тренировки, назвали ее вот так и назвали, фитнес для мозга. И обосновали важность и роль укрепления нейронных связей между правым и левым полушарием. Кроме этого, среди наших ученых большое внимание этому оказывали Алла Леонидовна Сиротенюк в упражнениях по психомоторному развитию дошкольников, и специалисты занимались кинезиологической гимнастикой против стресса, это Сазонова, Кириллова. Я обращала внимание еще на наработки научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой города Москвы. Итак, по результатам нейробика полезна всем. То есть методы нейробики обязательно используют все 5 чувств человека, которые необходимым образом и в разных комбинациях связываются между собой. Это помогает создавать какие-то новые нейронные связи. Вот для начала давайте проведем небольшое упражнение. Итак, все вы видели лимон. Все пробовали, да? Честно. Итак, вот теперь закройте глаза. Представьте лимон. Как он формы? Какого цвета? Теперь представьте, что вы его разрезаете. Почувствуйте, что в этом запахи вот эти, брызжет сок. Угу. Можно открыть глаза. Что вы почувствовали? Кисло, да. Брызги. Ага, брызги на коже. Ага. Ага. То есть смотрите, вы почувствовали кислоту? Конечно. То есть смотрите как, мы не просто увидели лимон,
Мы визуально, то есть внутри, мы смогли подключить зрение, да, обоняние, наши кинестетические, да, наши органы чувств, да, и, конечно же, вкус, да. Получается, да, используя все вот этот объем, вот этих объемов, мы смогли почувствовать вот этот вкус, хотя его мы не видели здесь, да. Вот то же самое, вот как зависят в нейробике, зависят некоторые упражнения, в том числе и мыслительного характера, да, на развитие и активизации деятельности мозга. Ага. Данные упражнения можно использовать как детям, в том числе я проводила и на наших детях коррекционной школы для лучшей концентрации усваивания материала. Кроме этого, ну, там упражнения идут на мелкую моторику, на активизацию мыслительной деятельности, со взрослыми, да, то же самое с педагогами, для поддержания коры головного мозга в форме, да, для развития памяти, внимания, концентрации. Итак, вот наш лимончик, который мы порезали. Угу. Итак, главный принцип – это изменять шаблонные действия. То есть они могут быть разные, да. Что мы можем изменить в своей жизни для того, чтобы начать запускать процессы головного мозга. Ну, например, поменять заставку монитора на компьютере. Да, вот самое простое, да. Купить новую одежду, прочитать что-то новое. Ну вот, например, да, по-новому экспериментировать с тем или иным блюдом. Очень полезно чтение вслух и слушание после этого, когда кто-то тебя продолжает читать. Так активно подключается мозг к процессам. Поменять и изменить бытовые действия. Ну, например, мы чистили зубы правой рукой, кто правша, начали чистить левой рукой. Да? То есть выполнять действия так, чтобы отключить привычные чувства. Чаще всего, чтобы отключиться от общего, надо закрыть глаза, и это сделать закрытыми глазами. Угу. Итак, несколько видов упражнений. Это энергетические упражнения, направленные на ускорение нервных процессов, улучшение саморегуляции. Упражнения на движение, пересекающие среднюю линию, то есть это пересекающиеся, сейчас мы с вами все пройдем, растягивающие, направленные на развитие навыков длительного удержания внимания, расслабления, сухожилия. Упражнения направлены на углубление позитивного мышления, то есть на самоконтроль, стабилизацию нервных процессов, сохранение спокойствия. Ага, ну вот посмотрите, начнем с самого простого. Давайте начнем с энергетических таких точек. Легкий массаж головы. Кто хочет, можете все повторять, да. Итак, приготовьтесь, да, ручки приготовьте, да, и мы немножко массажируем нашу голову, да. Ага. Так, чтобы она приятна. Угу. Следующее, да. Ну, следующее у нас много упражнений по пальчиковым гимнастикам и мелких моторике. Приготовим руки. Итак, сначала разомнем их. Протрите их как будто, да, выжимайте их, вот, да, чтобы они немножко у вас разогрелись. Да. Ага, все. Теперь мы нажимаем основание пальцев. Посмотрите, как массажируем основание пальцев. Даже большой, указательный. Пошли, да? Почувствуйте, есть у вас гибкость или нет. Угу. Сначала направо, потом налево можете ручки пойти, да? Угу. Угу. Упражнения с пальчиками можем разные делать. Одно из известных это вот какое? Восьмерочка, да? Бесконечность, восьмерочка. Ага. Приготовьте пальцы. Большой палец приготовьте, большой палец. Правой руки, да. Поставьте ее перед собой. Да. Начинаем движение, да, с левой руки. Показывает, с разной стороны стоите. Ну, давайте. Итак, начинаем движение, да? Угу. Начинаем движение, пошли.
Медленно. Смотрим на ноготь свой. Смотрим на свой ноготь. Медленное движение по восьмерочке пошли. Не спешим. Чем медленнее вы будете выполнять это упражнение, тем эффективнее это будет процесс. Ага. Мы можем сократить до 2 раз. Желательно это выполнять до 5, да? Минимум 3. Кто 2 раза прошел, можете остановиться. Угу. Приготовьте другую руку. Пошли опять. Смотрим только на ноготь, не отвлекаясь никуда. Левый угол. Не отвлекаясь никуда. То есть мы в горизонтальной плоскости. Вертикальной, то есть плоскости. Угу. Так, все, приготовили 2 руки. 2 пальца приготовили тоже. Медленно пошли с ними. Теперь мы, то есть, синхронизируем работу нашего головного мозга 2 пальчиками. Пошли. Второй раз. Молодцы. Ага. Спасибо большое. Ага. Тут же используются разные упражнения, такие как ладонь, кулак, ребро, знакомые, скорее всего, да? Упражнение «Сдаюсь» и «Добро пожаловать». Добро пожаловать, ладошка. Сдаюсь. Теперь меняем, да? Меняем, да. Так, да. Молодцы. Раз. Да. Раз. Молодцы. Спасибо. Ага. Следующее. Прикоснулись. Очень полезное упражнение. Прикоснулись одной рукой. Ну, можно правой рукой до кончика носа, а левой до ушка. Ага. Теперь мы хлопаем и меняем. И меняем. Хлопаем и меняем. Хлопаем. Молодцы. Молодцы. Спасибо большое. Да. Ага. Продолжим дальше. Молодцы. Ой, что-то у нас заснуло. Ага. Следующее упражнение тоже на развитие межполушарных, связано с интеллектуальной деятельностью. Посмотрите, у вас на столах листы. Возьмите один из них и 2 карандаша. Кому-то могу дать фломастеры, кто хочет. Фломастеры, потому что лучше. Возьмите в обе руки карандаши. Ага. Сначала вам надо нарисовать обоими руками один. Ну вот давайте попроще самый, да, вот фигуру рук. Обоими руками рисуйте круг. Каждая рука рисует свой круг. Да. Замечательно. Ага, следующее. Теперь мы меняем. Посмотрите-ка. Одна рука у вас рисует круг. Второй листочек можно взять или перевернуть, да? А вторая рука рисует квадратик. Да, мозг хочет. Да. Молодцы. Одно из упражнений, посмотрите-ка, все, положите ручки, карандаши свои. Посмотрите, у нас здесь ряд чисел. От 1 до 10. Можно даже до 20 использовать. Да? Возьмите второй листик бумаги. Возьмите карандаш. Теперь вам надо записывать числа от 1 до 10, но произносить их в обратном порядке. Я вот на экране вам приготовила, да, этот ряд, чтобы был перед глазами. Например, да, мы что пишем? Пишем 1, говорим 10, да. Ага. Давайте попробуем. Угу. Замечательно. Видно, кто занимается. Видно, кто занимается. Ага. Замечательно, замечательно. Ага. Следующее, посмотрите. Читаем справа налево или пишем справа налево. Мы возьмем чтение. Давайте раз 4 слова по очереди. Начнем с этого стола. Ага. Капель. Капель. Ручей. Ручей. Стужа. Лужица. Лужица. Какое слово лишнее? Стужа. Стужа. Почему? Не связано
Ага, итак, молодцы. Замечательно. Посмотрите-ка, таблица Шульте, которую мы используем, да, для диагностики. Но мы использовать будем ее с другой целью. Видите, у меня небольшая точка в центре на цифре 19. То есть нам надо внимательно смотреть на цифру 19 и боковым зрением отыскивать по возможности цифры от 1 до 25. Попробуйте. Это очень сложно, потому что надо сконцентрироваться, и немножко у детки у нас, к сожалению, никто не смог. Мы пробовали на маленьких квадратах, на маленьких еще у нас получается, на таких это очень сложно концентрация. Боковым зрением, да. Угу. На каком числе? 18. До 25 дошли. Тоже дошли. Ага. Как чувствуют ваши глазки? Напряжение. Ага, я об этом и хотела узнать. Закройте глазки, зажмурьте сильно-сильно. Потом откройте, поморгайте. Закройте спокойно. И опять откройте, да? Небольшая зарядочка для наших глаз. Ага, следующее упражнение, посмотрите-ка. У нас цветные слова тоже знакомые, да? Мы для этого называем цвет, да, а не слово. То есть мы говорим не желтый, а какой? Синий. Да, ну кто попробует? Давайте, кто попробует? Давайте, да. Синий, зеленый, коричневый, красный. Дальше. Ну, давайте следующий. Зеленый, оранжевый, коричневый, синий, да? Угу. Синий. У вас фиолетовый. Синий, ага. Красный, зеленый, фиолетовый, красный. Ага, и последний ряд. Зеленый, желтый, красный, желтый. Ага, замечательно. Есть более усложненный вариант, посмотрите-ка. Здесь у нас буквы. Ага, а буква алфавита. Мы произносим букву и показываем правую или левую руку. Видите, П, Л, П, О, обе руки. Да? Давайте попробуем. Кто первую строчку начнет? Ну, кто первую строчку начнет? Нет, мы говорим, называем букву и показываем руку. Правую или левую? Б, В, П, Г, Д. Ага, чудесно. Дальше? Я еще не поняла. Вот, давайте. Ну, мы просто попробуем 2 раза и все, да. Ж, Ага. З, И кратко. Ага. Ну, давайте. К, Л, М, Н, О. Ух ты, чудесно. Ага. Чем правильно? А. Вот, П. Какую? П первый. Сейчас, подождите, я другую строчку репетировала. Ну, давайте, какую репетировали? Какую репетировали, давайте. Так, левая Л, да? Ага. Так, где? П, Р, С, Т, О. У. Замечательно, есть к чему нам стремиться, да? То есть невольно взгляд все равно падает на нижнюю букву. Ага. Итак, следующее упражнение, да, направлены на наше внутреннее эмоциональное состояние, да, стабилизацию, снятие стрессовых каких-то ситуаций. Да. Для этого можно встать. Давайте встанем рядышком. Давайте сначала вот это сделаем, да? Ага, но мы это сделаем стоя. Ага, крюки, да? Такому, да? Ага, вам надо левую ногу скрестить. Ага. Руки приготовить. Ага, от себя. Соедините их. Выверните. Приготовьте, да. Вам надо, можно даже закрыть глаза и немножко язык поднять к верхнему ногу.
да, и вот, да, и постоять в таком состоянии, ну, не меньше минуты, чтобы успокоить свое внутреннее состояние. Сложно. Да, сложно, да, на равновесие. Можно в это время давать посылы себе. У меня все хорошо, все получится. Я лучший. Все будет замечательно. Спасибо. Спасибо. Расслабьте. Ага, приготовьте у нас предыдущее упражнение. Приготовьте пальцы. Можно их опустить, да? Ага. Теперь вам надо тоже, можно закрыть глаза и побыть в этом состоянии спокойствия. Как будто мы эти позывы, то, что до этого послания наше приготовили, отправляем в Вселенную. Спасибо. Это можно тренироваться в любое время, и дома, и на работе, в каких-то ситуациях. Спасибо большое. Садитесь. Время у нас поджимает уже, да? Да, уже все, да. Ага. Итак. Ой, убежала у нас, да. То есть мы с вами прошли несколько упражнений, и хочу сейчас с вами поговорить. Закончите фразу, давайте отрефлексируем, что у нас сейчас получилось. Ага. Я поняла, что теперь я могу, я научился, я попробую и так далее. Какой вариант предложения вы можете выбрать? Я поняла, что мне нужно работать над равновесием. Угу. Я поняла, что не надо себя задерживать на каких-то бытовых ситуациях, а надо постоянно развиваться. И вот с помощью кинезиологии тоже это можно сделать. Энергии. Я научилась развивать и тренироваться мозг. Спасибо. Я понимаю, что эти упражнения полезны для развития межполушарного взаимодействия и включения мозговой деятельности. Спасибо большое. Ага, было ли кому-то трудно? Испытывали сложности, да? Спасибо большое, да? То есть если мы испытываем какие-то сложности, да, то есть мы понимаем, что где-то нам можно поработать над этим, да. Спасибо большое вам за участие в мастер-классе. Обращаться мы будем другими способами с вами. Вот вы помните, мы начинали тоже, да, движение, да? Итак. Обращаться буду я с вами каждым. Да? Давай, кто первый? Ну давайте, начнем с этого. Класс. Ой. Так, спасибо большое. Ну, давайте быстрее. Кулачки. Держим кулачки, давайте. Класс. Сердечко. Спасибо вам большое. И опа. Спасибо большое. Большое спасибо за мастер-класс Авдеевой Ирине Васильевне. Ирина Васильевна, сейчас на ваше усмотрение вы можете сказать несколько слов да, по поводу того, что было, да, то, что было проведено, либо сразу к вопросам. Александр Викторович Аверин. Вы сказали, что использовали упражнения по нейробике с вашими обучающимися. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт применения этих упражнений с педагогами? И если нет,
то какой минимальный набор этих упражнений вы бы предложили? А если да, то каким эффектом, по сути, это привело или может привести? Спасибо. С обучающимися мы используем, конечно же... Педагогах? С педагогами я брала вот эти вот направления во время недели психологии. Мы вот с ними встречались, да, и вот в рамках профилактики мы с ними проводила вот это упражнение, различные упражнения. Упражнения на упражнения на ту же самую пальчиковую гимнастику, те же самые упражнения на на межполушарное взаимодействие, что необходимо, да, для того, чтобы развивать небольшие какие-то нестандартные пути решения тех или иных ситуаций, чтобы активно включиться в творческую и учебную деятельность, да, чтобы немножко учителя могли снять стресс, да, и уйти от повседневной жизни, использовать некоторые упражнения в своей жизни, вот даже некоторые упражнения, которые можно вставать, да, утром встаешь и говоришь, даешь себе некоторые установки, которые могут повлиять на наш дальнейший день, тогда на деятельность нашу. Спасибо. Ирина Васильевна, проводились ли наблюдения вами, а возможно, такую задачу вы ставили перед своим педагогическим коллективом после недели психопрофилактики, очевидно, о том, как повлияли вот такие практики и удалось ли педагогам удержаться в рамках такой практики сколь-нибудь длительное время? Честно говоря, не могу сказать, потому что были разовые занятия. Но если это систематическое, то вот это результат будет. Да. Спасибо, Ирина Васильевна. Ну и, наверное, я вот от лица жюри, от модерации добавлю. Сегодня у нас очень интересная аудитория, студенты здесь присутствуют университета имени Екатерины Сорокина. Мы добавим такие вещи, что любая педагогическая должность сопряжена с рядом профессиональных деформаций. Ирина Васильевна, работает, и педагогический коллектив, в котором она трудится, работает с детками с ограниченными возможностями здоровья. И, безусловно, вот направление работы педагога-психолога, по психопрофилактике профессиональных деформаций, оно имеет особое значение. И, наверное, имеет смысл неделю психопрофилактики переводить в определенные фоновые традиционные формы работы, которые позволят действительно нашим уважаемым педагогам сохранять свою психику, развивать свои профессионально важные качества. Спасибо большое, Ирина Васильевна. Спасибо большое вам. Готовится наш следующий участник Светлана Викторовна Кривонос.